Наш эфир продолжит брифинг по эпидобстановке в Якутии. Узнаем актуальную информацию по количеству новых выявленных случаев COVID-19 в регионе, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Расскажите, какова эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день в республике? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. По данным Управления Роспотребнадзора по республике выявлено 103 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом необходимо обратить внимание, что на столицу республики приходится 58 новых случаев, а большинство из этих случаев на настоящий момент отмечается среди лиц среднего возраста. На настоящий момент сложной остается санитарно-эпидемиологическая ситуация в Мегино-Кангаласском улусе, где отмечено выявление 13 случаев. Количество контактных лиц, которые в Мегино-Кангаласском районе, в основном складывается из семейных очагов. И на настоящий момент, сегодня с утра был проведен отдельное суженное заседание оперативного штаба по обсуждению обстановки в Мегино-Кангаласском районе. Несмотря на принятые 13 апреля 2021 года меры оперативного штаба районного характера по Мегино-Кангаласскому району, отмечается достаточно высокий темп прироста заболеваний. На настоящий момент на территории Мегино-Кангаласского района очень большое количество детей именно являются вирусоносителями и находятся под вниманием Управления Роспотребнадзора и учреждений здравоохранения. В связи с чем были приняты ряд позиций по усилению мероприятий и контролю за эффективностью их использования для того, чтобы предотвратить распространение инфекции на территории Мегино-Кангаласского района. Я обращаюсь к жителям Мегино-Кангаласского улуса района. Ситуация у вас на территории района сегодня достаточно сложная, поэтому соблюдение мер безопасности и сохранение здоровья себя и своих близких должно сегодня коснуться практически каждого. Учреждения здравоохранения, Роспотребнадзор, органы местного самоуправления делают и принимают все необходимые меры для того, чтобы обеспечить ваше благополучие. Каждый тоже должен заботиться о том, что происходит. Необходимо обратить внимание, что вчера на территорию района поступила новая партия вакцины, поэтому в течение непосредственно праздничных дней будут также работать лаборатории по вакцинированию. К сожалению, увеличение количества случаев у нас появилось сегодня и в Вилюйской группе районов. Это в Вилюйском районе 7 случаев. На настоящий момент проводится соответствующее эпидрасследование и лечение больных. По 4 случая зарегистрировано в Горном Чурапчинском районе, Амгинском и Сунтарском районе по 3 случая. По 2 случая фиксируется в Момском, Намском, Алданском, Нюрингринском районе, по 1 случаю в Кобяйском, Нюрингринском и Эмиконском районах. Необходимо обратить внимание, что характерно для Эмиконского и для Момского района. Случаи появились именно единичные, но подобного рода случаи в таких районах являются завозными, поэтому оперативным штабам районов необходимо усилить разъяснительную работу и, соответственно, контроль за контактными лицами. За сутками лаборатории республики проведено 1781 исследование на новую коронавирусную инфекцию. И, соответственно, всего на территории республики уже обработано порядка 1 миллиона 62 тысяч 540 тестов на территории республики. Продолжается кампания по вакцинированию населения. По состоянию на 6 мая 2021 года всего поступило в республику 134 084 дозы вакцины против коронавирусной инфекции. И первую вакцинацию у нас получили 108 389 человек. Всю информацию о работе во время праздничных дней по вакцинации населения граждане республики могут получить как на сайтах медицинских организаций республики, так и путем прямого обращения в поликлиники своих районов и городов для получения вакцинирования. Приоритетом при вакцинировании остаются пожилые граждане республики. Тем не менее, на настоящий момент непосредственно вакцинирование возможно и доступно практически каждому гражданину на территории республики.
Да, в некоторых районах уже возникает быстрая динамика, использования вакцины. В зависимости от целого графика поступления вакцина поступает во все районы и районные больницы нашей республики. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, приближается череда праздников, которые являются, наверное, самыми главными праздниками для нас, для россиян. Это праздники поздравления наших ветеранов, праздники Великой Победы. Так же, как и в прошлом году, к сожалению, мы не можем встретить эти праздники вместе с нашими ветеранами в одних рядах, в связи с чем при проведении всех мероприятий и поздравлений ветеранов, кем бы они ни были, вашими соседями, друзьями или родственниками, огромная просьба соблюдать правила их безопасности и сохранить ветеранов, а также их здоровье и безопасность. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба об актуальной эпидобстановке, а мы идем далее. Переходим к новостям и начнем с паводковой обстановки. Ледоход на правом притоке Лены на реке Алекме в верхнем течении на территории Читинской области начался на 2 суток раньше нормы. На реке Витим в верхнем течении также на территории Читинской области наблюдаются подвижки льда и разводья. На средней Лене и ее притоках продолжается повышение уровней воды с интенсивностью от 5 до 15 сантиметров за сутки. Ледостав с торосами. На участке Витим-Пеледуй вода на льду. Нижняя кромка ледохода находится в 141 километре выше по течению от Киринской Иркутской области. До границы с Якутией остается 583 километра. Протяженность ледохода составляет 22 километра. За сутки ледоход продвинулся на 17 километров. Ориентировочная дата подхода кромки ледохода к территории республики – 9-10 мая, что на 1-2 дня позже среднемноголетних сроков. Министр экологии республики Сахамин Афанасьев с рабочим визитом посетил Нюрбинский район, где провел совещание с участием глав наслегов, руководства района и общественности по вопросам загрязнения реки Марха. Подробности в материале наших нюрбинских коллег. На совещании обсудили самый остро стоящий на сегодня вопрос обеспечения населения Нюрбинского района чистой питьевой водой. Сегодня Роспотребнадзор республики фиксирует на реке Марха превышение ПДК по хозяйственным питьевым показателям до 2 раз. То есть вода на реке Марха абсолютно непригодна для использования. Сейчас специалистам предстоит выяснить причину загрязнения реки. Сейчас идет административное расследование Министерством экологии, Росприроднадзором, Росрыболовством и Роспотребнадзором. По итогам административного расследования в установленные сроки мы вынесем соответствующее заключение. А именно, вследствие чего произошло превышение показателей загрязняющих веществ по реке Марха, это природный источник, либо вследствие техногенного происшествия, которое произошло 11 апреля 2021 года. Этот же вопрос обсудили на республиканском КЧС, на котором руководство района настояло на поиске альтернативных источников воды на территории Нюрбинского района при финансовой поддержке Алроса, а также силами Батобинской геолого-разведочной экспедиции. Силами Батобинской экспедиции акционерной компании Алроса, чтобы были проведены работы по изысканию таликовых подземных вод для обеспечения чистой питьевой водой населения, которое проживает в бассейне реки Марха. Также было предложено полностью финансирование акционерной компании «Алроса» об устройстве этих скважин. Так совпало, что загрязнение реки Марха совпадает с датой техногенной катастрофы на Долтыне. После аварии результаты анализов РИАЦЕМ показали превышение уровня стронция и бромид-ионов на реке Долден, которая непосредственно впадает на Марху. Истинную причину загрязнения реки Марха в скором времени озвучат в Министерстве экологии республики. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Нюрбинский район. 400 тысяч тонн сверхплана. Горняки Удачного увеличивают объем добычи на Верхнемунском месторождении. В помощь новый экскаватор, 7 90-тонных автосамосвалов и несколько единиц дополнительных автопоездов. Вся техника поступит на площадку во втором полугодии. Пока помощь в перевозке руды оказывает Айхальский ГОК, который предоставил автопоезда с экипажами Удачнинскому комбинату до прибытия новых единиц техники. Рассматривается вопрос о переходе на новый режим работы автопоездов. Это позволит вывести с месторождения дополнительный объем алмазоносной руды.
Мы совместно с МОАТ реализуем важный проект. Это проект слоя износа дороги. У нас до этого была только дорожная одежда на земельном полотне. Сейчас институт проработал необходимый конструктив. Мы активно ведем подготовку материала на дробильно-сортировочной установке. И в текущем году, в летний период, собственно говоря, уже МОАТ приступает к работам по формированию этого слоя износа. Это позволит улучшить показатели по перевозкам, повысить надежность. Опилки и щепа – вот основное топливо котельной села Джаргалах Вено-Бытантайского улуса. Объект с мощностью 1,5 мегаватта был введен 2 года назад. Это единственная в республике котельная, где в качестве топлива используются элементы биомассы, то есть отходы деревообработки. Для этого в котельной работает дробительный цех. По словам работников местного участка ЖКХ, в сутки примерно потребляется всего 7 кубометров дров. Например, при уличной температуре минус 40 градусов в среднем расходуется 45 кубометров, а это 89 кубометров щепы на выходе. Сейчас к центральному отоплению подключена 1/3 поселка, то есть около 20 домов и 6 соцобъектов. Как говорят жители села, ввод экспериментальной котельной не только облегчил условия жизни, но и намного уменьшил расход дров. В следующем отопительном сезоне планируется подключить к котельной еще 25 частных домов. В дни майских каникул сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим несения службы. На основных магистралях города, а также Вилюйском, Намском и Покровском трактах выставлены инспекторы, которые проверяют машины, движущиеся во всех направлениях. На одной из таких массовых проверок побывал наш корреспондент Александр Хавренко. Сегодня, как и во все праздничные майские дни, ГИБДД переведены на усиленный режим ведения службы. Дело в том, что, как все знаете, длинные выходные, соответственно, люди начинают открывать дачные сезоны. И редко, когда это открытие происходит без употребления алкогольных напитков. Поэтому в первую очередь инспектора проверяют водителей на состояние алкогольного опьянения. За первые 5 дней майских каникул на дорогах столицы были задержаны и отстранены от управления автомобилем более 40 водителей в состоянии алкогольного опьянения. А в социальных сетях каждый день появляются видео и фотографии со свидетельствами дел, которые натворили пьяные водители. Не нацелено только на выявление водителей в состоянии опьянения. Также у нас, опять же, проверяются водители, которые перевозят пассажиров, осуществляют пассажироперевозки. Ну и, опять же, как знаете, у нас сейчас на территории города Якутска и в пригородах сезон охоты открылся. И поэтому, опять же, проверяются все водители, которые, опять же, следуют на охоту. И, соответственно, их уже досматривают. И, опять же, проверяют их документацию, все ли у них есть на месте. И, опять же, проверяют на наличие всех разрешающих документов в соответствии с настоящим законодательством, которое разрешает перевозить огнестрельное оружие в транспортном средстве. Массовые проверки доставляют небольшие неудобства автолюбителям, которые вынуждены стоять в образовавшихся пробках. Поэтому на каждом участке работает более десятка инспекторов, чтобы как можно быстрее провести беседу с водителем и осмотреть автомобиль. Автовладельцам стоит с пониманием отнестись к работе сотрудников ГИБДД. Ведь лучше несколько минут провести в пробке, чем встретиться на дороге с пьяным водителем. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. Репетиция воздушной части парада в честь 76-летия Победы прошла в небе над Москвой. По сообщению Министерства обороны России, в тренировке приняли участие 76 единиц авиационной техники воздушно-космических сил. Все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час. На Красной площади в Москве накануне также прошла ночная репетиция парада. В тренировке приняли участие более 12 тысяч военнослужащих в составе пешей колонны и более 190 образцов военной техники, среди которых как исторические, так и современные боевые машины. Генеральная репетиция военного парада на Красной площади состоится 7 мая. Сегодня последний день приема заявок для участия в онлайн-шествии «Бессмертный полк». В связи с пандемией всероссийская акция второй год состоится в онлайн-формате. Старт приема заявок был дан 20 апреля, и сейчас уже более 3 миллионов человек готовы участвовать в акции. В прошлом году трансляция полка продолжалась более 20 суток. Ее просмотрели около 25 миллионов человек во всем мире. В этом году сетка общей трансляции будет разделена по регионам с учетом местного времени. То есть
каждый сможет увидеть своих близких и родных, защищавших Родину во время войны и ковавших победу в тылу. Для того, чтобы фотографии ветеранов были включены в трансляцию и приняли участие в виртуальном шествии, до 7 мая необходимо подать заявку на сайте проекта «Бессмертный полк». Принять участие в онлайн-шествии можно также через ресурс «Банк памяти» и мини-приложение «Бессмертный полк» в социальной сети «Одноклассники». Проведение акции «Бессмертный полк», оно сделано людьми. Чисто это не указание кого-то или что-то. Когда люди, сделав портреты своих отцов, дедов, прошли большим маршем. То есть она напоминает человечеству о том, что такое война, какие беды за собой несет. И поэтому вот «Бессмертный полк», он напоминает: люди, будьте бдительны, боритесь с милитаризмом, не поддавайтесь разным движениям, и чтобы держать свое государство в силе и в мощи, в каком оно было в те времена, когда мы побеждали. Тем временем в городе Алекминске презентовали путеводитель «Все мне любо здесь и дорого», который кратко рассказывает о истории создания и авторах памятных мест города Алекминска. Презентация путеводителя по памятным местам города Алекминска стала настоящим подарком. Изначально задумывалась как помощь педагогам для работы с детьми, делится автор издания. У нас есть книги о городе Алекминске, где очень много рассказано, но вот коротко, сжато и именно по делу, нету такого путеводителя. Я думаю, что наш путеводитель первый. Он нам помогает, в том, чтобы ознакомить детей с нашим городом, с нашими достопримечательностями, потому что мы алекминчане, мы должны быть патриоты своей малой родины. Но уже в процессе стало ясно, что такое издание необходимо и взрослым. Мы привыкли к своим памятным местам и порой, задумавшись, понимаем, что не знаем ни автора работ, ни года создания. На самом деле, вот чисто мое мнение, он нужен не только школьникам и дошкольникам, но в первую очередь родителям, мне кажется, потому что смею предположить, что не все взрослые знают об истории создания того или иного архитектурного памятника. И поэтому даже сама я лично, оказывается, не знала, например, происхождения некоторых памятников нашего родного города. Поэтому считаю очень полезным. Теперь я уже знаю об истории создания того или иного памятника и могу уже с легкостью рассказать с экскурсией своим детям. Вошла в путеводитель и история уже знаменитого памятника реке Лена, и скопических домов и бюстов, установленных на сквере героев. Привычное, но порой неизвестное. Я его видела до издания, путеводитель этот, и когда мне показали материал, я узнала, у нас есть сквер, где есть бюсты наших людей, которые выросли тут и много внесли в развитие нашего района. Если честно, я не знала, допустим, всю историю, а здесь очень понятно написано, кто это, что они внесли в наш район. Продолжение следует, ведь в задумках и уже реализованных проектов, связанных с историей Алекминска, в детском саду много. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Завершим выпуск спортивной информацией. 5 якутских легионеров поборются за оставшиеся путевки на Олимпийские игры в ходе мирового лицензионного турнира в Болгарии. Свои силы попробуют 5 представителей якутской школы борьбы в разных весах. Это Владислав Андреев, Владимир Егоров, Нюргун Скрябин, Николай Хлопков и Аял Лазарев. Соревнования пройдут в Софии с 6 по 9 мая и определят 2 заключительных спортсменов, которые получат путевки на Олимпийские игры в Токио. В настоящий момент известны по 14 участников игр в каждом весе. К этому часу пока вся информация о развитии событий расскажем в наших следующих выпусках. До встречи в эфире.